Ассаламу алейкум. Сегодня прокатаемся в радиусе где-то 40 километров или 45 километров, ну это как получится. Побываем в маленьких, самых маленьких деревнях, в которых максимум можно насчитать 20 домов или 10 домов. Прокатаемся и по лесистым местностям. Также расскажем про взгляд канала Ост-Вест про чеченцев в Германии. И также насчет удаленного видео про Мьянму. Мне его пришлось удалить, потому что сообщество Ютуба посчитало, что я нарушаю правила. И чтобы из-за одного видео не забанили полностью весь канал, и чтобы не удалили канал, пришлось пожертвовать этим видео, хотя это видео набрало где-то 550 тысяч, более 550 тысяч просмотров. Но, видать, Ютубу не понравилась моя позиция в этом вопросе, его пришлось удалить. Так как видео, которые я использовал в создании этого ролика, я брал с разных ресурсов, ну и поэтому они смогли мне предъявить к этому видео претензии. Насчет русского языка в этом блоге. У меня много знакомых среди русскоговорящих, среди немцев. В район русскоговорящих входят все, хотя он их не родной язык. Поэтому, чтобы многие смотрящие этот канал понимали суть происходящего, поэтому я говорю на русском языке. Среди друзей, среди родственников чеченский язык. Но это уже другая история. Алиса Плац. Так, нам нужно вон на ту гору. Сейчас поднимемся. Давай, выезжаем. Самое неприятное в катании на велосипеде — это подниматься в гору. Но когда спускаешься с горы, вот тогда ты понимаешь, что поднимался не зря. О. Вот турки женятся в Германии. Всегда это сопровождается и напоминает мне чеченскую свадьбу. Все время сигналят. Только не соревнуются. Знают, что за это будет штраф. И вот в горах мы нашли площадку, где взлетают самолеты и садятся они же. Як-18 российского производства, что ли. А этот Bonanza D35 RD-D2. RD-D2 даже оснащен фонарем. Also fotografiert die Geschichte für uns einfach. Ja, kein Problem. Also wir fahren die ganze Wetterkreis und ja, fotografieren, also zeigen wir. И место для двух штурмовиков. Ja, das ist nicht so neu. Also die
von 53 Baujahr. Also, das, 53 год, ага. 53 und Genau, das ist ein Flugzeug aus Amerika. Russisch, Das ist was Russisches, ja. А, Und я fragen, was für ein Russisch, Baujahr. ja. Aber auch nichts Modernes. und da ist. Das ist gleich. Auch und hier ist das. Okay, ich stand hier. Ага. Aber was ist das? Die Anhänger. Da kannst du Anhänger normalerweise, weil wenn halt der Wölkchen, die jetzt drüber schwingen, sagen wir, die wollen immer ein bisschen. Вот здесь они хранят. Вот видишь, это тоже крылья, короче, одного самолета. Он тоже хочет ее этот собрать самолет свой. Вот, например, вон там стоит самолет, он без крыльев. Они привозят эти крылья с собой, они собирают самолет и вот как раз катаются, не знаю как сказать. Да, на высоте. Прикинь, 53 года этот американский, вот этот русский то же самое. Окей. Danke schön. Danke schön, schönen Tag noch. Tschüss. Качественно сделали все-таки. Если до сих пор летает. Ну, естественно, они ремонтировали, если что-то поломалось, заменили. Там не с производства же все время ходит. ايش بايش بوتي ايش غوشان يا خير بون Ну да, Карихоник, ясно. А теперь на Росбах Фор де Хёхе. Если наш друг не работает, то он сегодня будет дома. Так, куда? Освободила. Надо посмотреть. Где? Я здесь. Все дело, тут повернуть нужно направо. Дорогой, направо, направо, давай здесь. Yok o в то же время, но много мег işte, а по трассе опять очень. Ну да, кушай не бамбо в то же время бохо. Давай давай. Прямо низ. Бат, слушай, велосипед не освободить, хватит, автобан хватит моя, сосон, велосипед не хватит. Автобан и бат, харю автобан, гойон харю. рядом. И вот GPS-навигатор завел нас в какую-то сонную лощину. Сейчас пробираемся. Ни духа, ни слуха. Надо спуститься с велосипеда, а то очень много этих колючих растений вокруг. И малина дикая растет. Малина, иди вон. Вот. Впереди. Слишком самонадеянный я делаю заявление. Оказывается, нас все-таки хотят остановить. Или по ходу это дерево упало, но видно, что его тут разрезали. Очень идеально. Ну что ж, переступим. Итак, мы вышли из лесу. Или как там? Из леса. Из леса. Из леса.
Ударение поставьте как хотите. По-моему, эта трасса заброшена. Вообще никакого движения. Эта трасса похожа на гоночную. Не, сейчас представь, с бешеной скоростью, как там в роликах. Но вряд ли, но посмотреть, если на качество трассы, то тут никто не ездит. Проехали где-то еще 3 километра. До сих пор ни единой души на этой дороге. Как мы предполагаем, это дорога для сельхозтехники, потому что здесь вокруг очень много разных садов. Сад яблони, сад вишни. Для того, чтобы все это переносить. Но это не точно. Вон на земле уже, смотрите, чистые, свежие. Даже не успели еще прогнить. Естественно, еще эти тоже в чьих-то владениях. Это по поводу, это городские земли. Да, арендуют и... Так, что упало, то пропало, Аль, возьмем по одному яблоку. Туда смотри, как картошка. Да, Немножко нехилая. прогнила, Ладно, поехали. На всякий случай по одному заберем. Вдруг пригодится по дороге. Мы над автобаном. Выехали мы из Росбаха. Сейчас направляемся в город Индатайл. И вот посередине поля дорожка для велосипеда. Прям асфальт положили. И по таким дорогам, и по таким дорожкам и приятно путешествовать на велосипеде. Через 50 метров поверните направо. Окей. Поверните направо. Свободе, мы еще не доехали. Как быстро она. Мы еще не доехали, сразу поверните. Женщина, ты быстрая, слышишь? Так, направо. Так, направо. Поверните налево. Опять налево. Но Через придется. 300 метров поверните направо. Окей. Позалось что? Да, ощущаю стадион, что çok da uçlu mühendis var. Через 300 метров он стадион ували шутишь. Не, все, чувир, за сау. Ниче аdı стоит. Ага, ничего себе. Через 200 метров поверните направо. 200 метров направо. Какой? وش واخيا دوالي يرالي شبال بات يا ميتا اول и столик бог модаться, я имел в виду сидя
Спокойно. Ротхайм, да? Всех там видно. Никого не жалко, да? Ни тебе, ни меня, ни себе. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, с яблоко. Пирова, я шиваю. О, банана, банана, шманана, шманана. Персика тебе, персика мне. Так, cái vui rồi một vài xem. Sao мать. Как показывал Руха Борз, Руха Борз, мы тоже пришли теперь с этими, как их, суши. Хотя я и не любитель, но посмотрим, какие суши ты там кушал. Так, продолжим видео с темой взгляда канала Ост-Вест на чеченцы в Германии. Ну, тема у них была такая, по-моему, в программе Восток-Запад, называется так программа их, а канал у них Ост-Вест, в Ютубе они работают. Пригласили одного эксперта, как он называется, это Кристиан Остоль. Он является доктором исторических наук, эксперт по Чечне и исламскому экстремизму. Очень так, два названия друг с другом всегда. Какой вот. Ну, они спрашивают его, как вот по вашему мнению, ведущие все время беспокоятся, ерзают на стуле, не могут удержаться все время. Чеченцы, они такие варвары, они такие воинственные, они повсюду вот такие плохие. И на удивление приглашенный их гость отвечает им вполне разумно и взвешенно. Говорит, что чеченцы это такая же нация, как и любая в этом мире, что среди них есть как и плохие, так и хорошие. И ты волей-неволей думаешь, что этот человек владеет пониманием менталитета твоего народа, хотя и не полностью, но полностью он-то и не обязан. И отвечает им очень правильно, в правильном русле, так сказать. Но они все время пытаются выудить у него что-то, говоря, ну они же такие воинственные, они же все время объединяются по клановой принадлежности, они закрытые. Есть такие вещи, которые, как в программе «Пусть говорят», на всеобщее обозрение не выносят. По-моему, профессия журналиста обязывает его искать информацию из правдоподобных источников, а не только лишь основываясь на слухах и разговорах каких-то людей об определенной нации. Касательно именно нации сейчас идет вопрос. Поэтому всегда во всем винить нацию это неправильно, потому что в любой нации всегда будут, были и есть представители такой категории людей, которым наплевать и на свою нацию, и на чужую нацию. У них вообще нет ни воспитания, ни культуры. Это не от нации зависит. Это внутреннее состояние человека. Видео это набирает массу просмотров. И зайдя в его комментарии, можно увидеть, мат заменяет для него аргументирование своих претензий. Поэтому я призываю представителей своей нации, где бы вы не видели видео, где бы вы не видели какое-то плохое вот в сети видео, никакого смысла писать под комментариями и обзывать этого человека не имеет. Действуйте контраргументами, показывайте им, что вы не те,
кем они вас хотят видеть. И все. И еще, эта программа длится, ну, в общем, скажем, полчаса. Заголовок сделан броский. Кризис в немецких школах и чеченцы в Германии. Отец, ну ты видел? Причем тут чеченцы в Германии и кризис в немецких школах. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Впервые так подумал. Неужели уже, думаю, и в школах какие-то проблемы из-за чеченцев? Я никогда не буду одобрять нарушение закона или преступления каким бы то ни было человеком. Тем более представителя своей нации, защищать его, когда он не прав, я не вижу в этом смысла. Каждый должен отвечать в меру того, что он сделал. Так будет более правильно. Такое возможно. Более того, не редкость. И поэтому не поддавайтесь на провокации. Первое. Второе. Будьте спокойны. Третье. Не сидите много в интернете. На этом, думаю, все. Дальше мы уже поедем в Нидоталь. Это было маленькое отступление. Зараз чувствуешь, могу очень, не она. Ну ничего, нормально. Да. Сейчас мы уже в деревне Фольштадт, маленькая деревня. Поверните налево. Затем поверните налево. Поверните налево, затем налево. Так, ну ладно, вот здесь повернем. Как вы видите, тишина тут, спокойствие. Даже в нашем городе нет такого спокойствия. У нас чуток покрупнее, поэтому все время машины ездят туда-сюда. Вот машины. Поверните налево. Затем поверните направо. Ali yamaro, men laqita la qo'za. Давай. Давай, Гинс, полностью скорость, полностью набираем и летим. В деревне или в город это Нидоталь. Вот в самом центре. И поедем сразу обратно через Дорхайм.
Так что не говори, что мы не звонили. Не говори такие вещи. Направляйтесь на юго-запад. Затем поверните направо. Текс. Да, прямо в центре. Просто показываю улочки. Опять через леса пробираемся. Выходим из деревни Недотайл. Или Ассинсхайм, как он там. Через гущу лесов. Шиповник. Сейчас уже наступает вечер, уже сумерки, и запись может быть некачественной, поэтому не будем дожидаться до полного наступления темноты и заранее попрощаюсь с вами. Всем спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.